Здравствуйте, в эфире обзор чрезвычайных происшествий. Гособвинение просило продлить экс-заместителю мэра Якутска Василию Гоголеву и гендиректору группы компании «Утум Плюс» Георгию Карамзину содержание в следственном изоляторе, а сторона защиты заменить тюремное заключение на домашний арест. По итогам слушания Гоголева и Карамзина перевели из СИЗО под домашний арест. Напомним, Василий Гоголев подозревается в получении крупной взятки на сумму 114 миллионов рублей за выдачу разрешения на увеличение этажности с 13 до 16 этажей в строящемся доме. Его бывший бизнес-партнер Георгий Карамзин обвиняется в посредничестве в получении взятки. Директору компании «Утум Дизайн» Татьяне Самсоновой суд также продлил содержание под домашним арестом, но до 6 августа. Напомним, что меры пресечения фигурантам уголовных дел могут быть неоднократно пересмотрены в ходе следствия. Наш канал будет следить за развитием событий. К другим новостям. В Верхнеколымском районе полицейские по горячим следам установили подозреваемую в грабеже. В отделение полиции обратилась 80-летняя местная жительница с сообщением о том, что у нее похитили сумку с документами и деньгами. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа. Выяснилось, что пенсионерка возвращалась домой из магазина с тяжелыми сумками, когда ей неожиданно вызвалась помочь односельчанка. В момент, когда они поднимались по лестнице, потерпевшая заметила, как злоумышленница достает сумочку с деньгами. Бабушка стала кричать и звать на помощь, однако подозреваемой удалось скрыться. В течение часа полицейские установили местонахождение подозреваемой. Ею оказалась 35-летняя жительница села. Документы и часть денежных средств были изъяты и возвращены бабушке. В Намском Улусе осудили местного жителя за применение насилия в отношении представителя власти. Подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял транспортным средством и был остановлен сотрудниками полиции. Внезапно подсудимый покинул салон патрульного автомобиля и стал убегать. Когда сотрудник полиции догнал его, мужчина нанес один удар кулаком в лицо сотруднику полиции. Подсудимый вину в совершенном преступлении признал полностью, раскаялся в содеянном и извинился перед полицейским. Суд приговорил мужчину к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год. 36-летний житель Якутска обратился в полицию с сообщением, что неизвестный похитил у него 500 тысяч рублей в палате городской больницы. Через непродолжительное время оперативники установили подозреваемого. Им оказался 27-летний местный житель, проходящий лечение в этом же медучреждении. По словам заявителя, 500 000 рублей наличными он положил в папку, которую спрятал в тумбочке. Ночью злоумышленник похитил денежные средства. Однако сбежать с больницы не смог, так как все двери были закрыты. Утром подозреваемого разбудили полицейские. Похищенная наличность была обнаружена в его сумке. Опустошительное наводнение снова обрушилось на Тулунский район Иркутской области. Вода в реках поднялась более чем на 1 метр. Затоплены тысячи домов. Десятки тысяч людей нуждаются в помощи. Экстренные службы снабжают пострадавших предметами питьевой водой, продуктами и предметами первой необходимости. Подробности в репортаже Рейтер. Паводок в Иркутской области, судя по прогнозам метеорологов, не собирается отступать. Уровень воды в реке Ия в Тулунском районе превысил отметку в 1150 миллиметров. Администрация города Тулун регулярно публикует сводки о подъеме воды. В зоне бедствия оказались 8 районов области, сообщает на своем сайте региональное управление МЧС. Признаков улучшения ситуации пока не наблюдается. Вероятнее всего, в ближайшие дни вода будет только прибывать. Серьезно пострадали города Байкальский-Слюдянка, поселок Утулик и многие другие населенные пункты. Спасатели доставляют пострадавшим, счет которым идет на тысячи, гуманитарные грузы, воду для питья, еду, медикаменты и предметы первой необходимости. В область направлены дополнительные силы и техника из соседних регионов. Как говорят экологи, в связи с наводнением возникла угроза Байкалу и прилегающей к озеру местности. Они утверждают, что отходы целлюлозо-бумажного комбината начали переливаться в почву. Власти опровергают данные защитников природы. За время паводка, начавшегося в июне, по официальным данным погибло 25 человек. Подтоплены 11 тысяч жилых домов, пострадали 39 тысяч человек. Одновременно с наводнениями огромные площади Восточной Сибири охвачены лесными пожарами. С вами была рубрика «Чрезвычайное происшествие». Берегите себя и до встречи в эфире.